Моя онлайн-консультация, которая длится 30 минут максимум, стоит 20 тысяч тенге. Во время консультации вы задаете вопросы о своей проблеме, что вы хотите решить, и я вам говорю, как из этого выходить. Самым легким, самым лучшим способом либо я говорю, что ваше не ваше, и куда вам на самом деле нужно идти. То есть буквально облегчаю вам жизнь и даю спокойствие за вашим будущим. Могу сказать обряды, если вдруг если ваши предки говорят, да, она потянет, и пусть делает тот обряд, и все получится. Если ваши предки говорят, и я вижу, что вы энергетически не вытягиваете и вообще просто не можете, я отправляю вас к разным специалистам. Специалисты разного плана. Это есть и психологи, это есть и гипнотерапевты, это есть и сексологи, бахсы, емши, маги, ведьмы, тарологи и так далее. То есть в зависимости от того, какая у вас ситуация. Живой прием, который длится максимум 1 час, стоит 100 тысяч тенге. Вы приходите, говорите о своей проблеме, я вас из нее вытаскиваю. Все. Либо я притягиваю то, что нужно. Но не просите от меня прям много-много, потому что вы за это просто не заплатите. У всего есть цена. Просто так получить что-то нельзя. И насколько, скажем так, вы заслужили, вы это получите. Если же вам нужно что-то очень большое, то, соответственно, это будет обряды намного дороже. Так, теперь вот к этой ханам. Я вообще не понимаю, что вы ко мне пристали. Вот она пишет, это равносильно тому, что я за свое лечение буду брать X10. Ну да, конечно, зачем помочь простым людям, без проблем, это ее право. Но я считаю, что-то такое, короче, я не права. Это ваше мнение. Пожалуйста, вы можете считать, что я не права. Я считаю, что я очень права. Вот смотрите, я пошла, мне нужно было заключение терапевта. Должна быть у меня операция. Операция мне будет стоить 1 800 000. Без разницы, какая операция, я захотела. Вот мне нужна эта операция. Я пошла, мне сказали цену. Решать вам, брать ее или нет. Я захотела, я посчитала, что мне нужно. Теперь, помимо операции, я должна сдать анализы. Анализов я сдала 1050. Это вот просто, как это сказать, это как консультация, диагностика. Это только анализы. Помимо этого пошла УЗИ, рентген. Смотрите, за заключение терапевта, просто чтобы он подписал, честно говоря, мне особо не нужно, потому что анализы, что УЗИ и так далее, все показало, все хорошо. Но заключение терапевта нужно, которое мне, по сути, и даже тому врачу, кто будет делать эту операцию, она не нужна. Это просто формальность. Я заплатила 15 000 тенге просто за подпись. И при этом во время подписи терапевт сказала, что надо посмотреть. Короче, она меня напугала по поводу почек и по поводу мочевого пузыря. То, что типа там какие-то анализы плохие, по ее мнению. Хотя хирург сказал, анализы хорошие. Но терапевт настолько описал ужасно, ну, она просто не знает. Она предполагает, что там что-то плохо. Я решила, окей, хорошо, пойду подстрахуюсь. Я заплатила еще около 14 000 за УЗИ. По УЗИ все отлично. Я сама знала, что все отлично. Я сама бахса, да. Я знаю, что почки в порядке, мочевой все в порядке. По-женски у меня тоже все в порядке. Но, тем не менее, мне пришлось пойти и сделать, чтобы я могла показать ей, что анализы хорошие, то есть, что УЗИ хорошее, что у меня нету нигде отклонений. В итоге около 100 000 это только анализы. Анализы, другие терапевты, то есть это буквально подготовка. А еще к этому есть нужно, то есть мне купили корсет, чулки, то есть это вот то, что как раз послеоперационное. По сути, это то же самое, то, что и для обряда. Вот я пришла с определенным запросом к хирургу. Мне надо так и так. Он сказал, вот такая-то цена. Хотите, идите, хотите, нет. И я решила, что я хочу. Я иду на эту операцию. Все. Условия вот такие-то. Многие вещи, которые даже хирургу не нужны, их придется выполнять, потому что это правило. Также есть правила и в моей работе. Вы считаете, что это дорого. Так вы не обращайтесь, идите в мечеть. Я же уже много раз говорила. Идите в мечеть, и там бесплатно. Только там нужно настроиться. И там надо сделать так, чтобы ты не забрал грязь, которую сливают другие. Либо не наткнуться на ту же магию, которую делают другие мастера. А так все просто. Это бесплатно.
Либо еще есть лучший способ. Не грешите. Перестаньте завидовать, перестаньте учить людей, перестаньте людей доводить, перестаньте людей выводить из себя, перестаньте сплетничать, перестаньте желать кому-то плохое, вставайте с хорошими мыслями, любите всех людей, не учите людей, как им жить. Вот простые вещи. И у вас вообще не будет ни порчи, ни привязок, ни проклятий, ни каргастар, ничего этого не будет. Вы вообще ко мне ходить не будете. Все. Это бесплатно абсолютно. И вы при этом на вас ничто не цепляться, ну, не будет цепляться просто. Потому что вы чистые, потому что во все ваше биополе без прорывов. Там нету возможности зацепиться чему-то плохому. И все просто. Видите, мой бесплатный, четкий совет, как обойтись без бокса, как не тратить деньги и как сделать это бесплатно. Вам не надо ходить. Вот зачем вы учите меня, сколько я должна стоить? Ну вот я стою столько, и мне и сын, и другие говорят, поставьте цену выше, потому что я стою дороже. Я их и так держу. Вы меня просто берете, доведете, и я реально поставлю цену еще выше, чтобы вот такие, как вы, вообще до меня добраться не смогли. Я вот, я не знаю, ваш Арахтар, ну, вы доиграетесь, и Арахтар вам покажет проблемы. И покажет, в каких ситуациях вы в итоге побежите ко мне за 100 тысяч тенге. И для вас будет казаться, что эти 100 тысяч дешево. Понимаете? Если вам это дорого, это говорит о том, что для вас, у вас нету такой проблемы, которая стоит 100 тысяч. У меня была проблема. Она вот стоит почти 2 миллиона вышла мне. И я посчитала, что это нормально. Если для вас ваша проблема, то есть ваше здоровье, ваше счастье, определенный доход, отношения с супругом, здоровье детей не стоит 100 тысяч, это говорит о том, что для вас это не имеет ценности. Вот и все. Это не говорит о том, что я дорогая. Это говорит для вас, что вы готовы терпеть свою болезнь. Это говорит о том, что вы готовы терпеть болезни ребенка. Это говорит о том, что вы готовы терпеть ужасные отношения с супругом, что у вас разлад, и вы не понимаете, почему. Это говорит о том, что вы готовы терпеть свою бедность. И все. Это не говорит обо мне. Это более того говорит о том, что я дешевая. Есть законы, да, которые нельзя говорить. Почему вы бедные? Тот, кто с деньгами, тот понимает, почему кто-то бедный. И потом, смотря в каком мире вы находитесь, то для вас и реальность. Когда-то я тоже думала, что все получают зарплату 200 тысяч. Я думала, что 200 тысяч — это очень хорошая зарплата. Но когда я стала подниматься выше, сознание менять, я увидела, что зарплата 1 миллион, у нас таких процентов, наверное, 40, кто зарабатывает эту зарплату. Хотя, даже я вру, не 40%, может даже 50%, кто зарабатывает 1 миллион. Я раньше думала, что зарплаты очень низкие. Но потом я посмотрела людей, очень много людей, которые зарабатывают до 1 миллиона. И нормально. Зависит от того, на каком уровне вы находитесь. И хотите ли вы с него подняться. Вот вы не хотите. Вам это не надо, вам нужно ныть. Вам нужно сделать кого-то виноватым, но не себя. Ну-ка спросим. Давайте, вот просто. Почему вам плохо? Почему у вас дела не идут? Вы же проблему ищете во мне, потому что я не хочу вас дешево принимать и вытаскивать. А не то, что вы творите и собираете вот эту грязь. Вы же друг друга все ненавидите и порчу друг другу делаете. Не я.